Усім прывітанне яшчэ раз працягваем наш эфір са студыі Еўрарады і па-ранейшаму абмяркоўваем падзеі ў Беларусі і за яе межамі. Мой чарговы суразмоўца, эканаміст, старшы навуковы супрацоўнік Бюрок Киев Лев Львовскі. Добрый дзень, спадар Лев. Здравствуйте, Зміцер. Нягледзячы на тое, што зараз самая актуальная тэма гэта, безумоўна, мігранцкі крызіс на мяжы з Польшай, ці вось як, можа быць, толькі што з'явілася інфармацыя так пра першы практычны крок рэакцыю Еўрасаюза на сітуацыю на беларуска-польскай мяжы, гэта скасаванне гэта спрошчанага візавага рэжыма для прадстаўнікоў беларускага рэжыма, выбачайце ўж за таўталогію, але пройдземся крыху увогуле па сітуацыі, што адбываецца ў Беларусі, развенчаем міф пра нашу сацыяльна арыентаваную дзяржаву. Так вось, спадар Лев, пачытаў ваш недаўні допіс з гэтай нагоды і вельмі здзівіўся. Глядзіце, нам жа ж вот з самага дзяцінства, з пялёнак, можна так сказаць, укладаюць у галаву, што Беларусь, сучасная Беларусь у лепшых традыцыях Савецкага Саюзу з'яўляецца, ну, можна сказаць, гарантам і працягвальнікам традыцый сацыяльнай арыентаванасці. Так вось, ну, там школа бесплатная, медыцына бесплатная. Што не так? Чаму вы вырашылі, што у нас у Беларусі сённяшняй сучаснай 21-го стагоддзя рабаўладальніцкі строй? Ну, в некотором смысле, чтобы привязаться к горячей теме дня, можно сказать, что это касается и вопроса, почему мигранты все пытаются перебраться через границу с Польшей и поехать в Германию, а не остаться в такой социально ориентированной стране, как Беларусь. И причина в этом именно то, что Беларусь на самом деле не является социально ориентированной страной. Вы правильно сказали, что нам с пеленок говорили об этом. Родина нашей социальной системы – это Советский Союз. Советский Союз – это страна, где были все виды рабства. Там было и самое настоящее рабство, когда крестьянам просто не выдавали паспорта, и они были привязаны к колхозам. Но самое главное достижение, в кавычках, Советского Союза – это такая система институциализированного наемного рабства. Чем оно отличается от обычного рабства? Ну, обычно мы представляем себе каких-то людей в кандалах или тех же крестьян, которые привязаны к месту жительства и не могут ничего решать в своей жизни. Система наемного рабства – это такая система, которая привязывает вас к конкретному работодателю, делает так, чтобы вы или сами понимали, что вы не можете перейти на другую работу, не можете изменить свою жизнь, или вы были окружены такими специальными условиями. Я ведаю, про что вы кажете. Вы кажете про короткотерминовые контракты и про размеркование выпускников. Как раз такие контракты здесь скорее ни при чем. Если посмотреть на систему контрактов, то должно казаться, что у нас такая гибкая система на рынке труда, где каждый человек волен решать, где ему работать, легко сменить работу. На самом деле у нас есть целая система, которая привязывает людей к конкретному месту работы. Это и так называемое бесплатное обучение, за которое все чаще людей заставляют отрабатывать. Вот недавняя инициатива Александра Лукашенко, что мы решим наши проблемы с недостатком врачей тем, что мы их привяжем и заставим 10 лет отрабатывать после выпуска. Это система подъемных, когда, если вы помните, в августе работники МЧС и некоторые работники милиции, которые хотели уволиться, они не могли этого сделать, они собирали себе деньги, донаты, чтобы заплатить буквально откупные за то, чтобы уволиться с своего места работы.
Это же система, которая привязывает людей к заводам, когда вам платят недостаточно большую зарплату, но вместо этого компенсируют общежитие. Что это значит? Это означает, что когда вы по какой-то причине захотите сменить работу, или, может быть, вы решите, что вы лучше реализуетесь на другом заводе, на другом предприятии, вы не сможете этого сделать. Как только вы уходите с данного завода, у вас забирают это общежитие. У нас в стране де-факто нету пособий по безработице, то есть вы оказываетесь на улице без какой-либо подушки безопасности, а значит, сменить работу практически невозможно. В принципе, я так думаю, что я, правда, не ведаю, но лагічная сістэма. Ты працуеш на прадпрыемстве, табе даюць інтэрнат. Ты сыходзіш з прадпрыемства, яго забіраюць, это інтэрнат, бо это працоўны інтэрнат. Якое тут выйсце? Причым тут рабаўладальніцкі падыход, это звычайны практычны падыход. А вот и нет. На самом деле, если мы говорим о настоящих социальных системах, то благо, которые вам дает государство, то есть общество через налогоплательщиков, это благо, которые должны быть привязаны к вашему статусу. Если у вас нет жилья, и общество считает, что вам надо помочь, то, значит, жильем должно быть предоставлено и зависеть только от вашего статуса, от вашей зарплаты или от количества детей, которые у вас есть. Если же ваши блага привязаны непосредственно к предприятию, это означает, что вы выбываете из мира рыночной конкуренции за ваш труд. Владелец предприятия, чаще всего у нас в стране это государство, считает, что теперь вам можно сколько угодно ухудшать условия, так как вы все равно не сможете уйти к конкуренту. У вас просто не будет возможности именно из-за того, что ваше единственное жилье привязано не к вашему статусу, как, например, по вашему доходу или по вашей многодетности, а именно к работе на конкретном предприятии. Это означает, что предприятия не могут конкурировать за труд, а значит, труд можно эксплуатировать. Вы еще у своим дописе раскритиковали и нашу систему падтрымки беспрацоўных, усе гэтае на біржу становіцца там і атрымліваць нейкую дапамогу. Здаецца ж, ва ўсім свеце там табе не хлеб з мёдам падаюць як беспрацоўнаму, а нейкі мінімум, каб ты пратрымаўся, знайшоў новую працу. А што ў нас не так з гэтым? Во-первых, наш минимум – это максимальное пособие, которое равняется $24 США. Согласитесь, на эти деньги нельзя прожить ни в каком населенном пункте Беларуси. Что касается пособия по безработице, зачем оно вообще нужно? У нас в обществе сложилось такое неверное толкование, что пособие по безработице – это некая милостыня, такая социальная помощь людям, которые остались без работы. На самом деле пособие по безработице существует во многих разных странах, во всех разных странах, и даже в таких, казалось бы, сугубо капиталистических, как США, где люди вообще негативно относятся к понятию welfare, какие-то пособия, которые даются просто так. Дело здесь в том, что пособие по безработице – это не простая социальная выплата. Это механизм, который улучшает всю экономику, улучшает весь рынок труда. Пособие по безработице выдается людям не для того, чтобы они годами сидели на шее у налогоплательщиков. Пособие по безработице нужно, чтобы люди могли себе как раз-таки эффективно находить хорошее место для работы. Если у нас в стране мы уже вырастили, воспитали, например, инженера, то мы не хотим, чтобы в отсутствии пособия по безработице этот человек хватался за первую попавшуюся работу, становился бы доставщиком пиццы или работником Макдональдс. Если это высококвалифицированный человек, вероятно, ему потребуется какое-то время, чтобы найти достойную работу. Работу по специальности, по профессии, согласно опыту этого человека.
Если так произойдет, если мы как общество поддержим этого человека в течение 3-6 месяцев, то человек устроится на лучшую работу, будет лучше обеспечивать свою семью, он не будет нуждаться ни в каких других социальных пособиях в будущем, будет в том числе платить больше налоги. В итоге вся наша экономика выиграет, этот человек выиграет, и государство в том числе тоже выиграет. То есть это не подачка на бедность, это мы даем шанс человеку устроиться на хорошую работу, лучшую, которую человек сможет найти. Магчыма, не трэба шукаць там нейкіх таких подводных камянёў і ляпіць, я не ведаю, там с Лукашэнкі ў гэтым сэнсе, вот менавіта ў гэтым, я не кажу пра ўсе астатнія, нейкага д'ябла. Можа, ўсё з-за таго, што невялікія магчымасці ў дзяржавы, нема стока грошай, каб набудаваць доступнага жылля, каб кожны мог сабе яго дазволіць, ці плаціць высокія дапамогу по беспрацоўю. У гэтым вся прычына, і ўсё, не думаць, што вот нам тут спецыяльна навязалі рабскі строй. Дьявола я из Александра Лукашенко делать действительно не собираюсь. Конечно же, эту систему придумал, организовал не он, точнее, придумал не он, как я и сказал, эта система родом еще из Советского Союза. Советский Союз — это вообще была родина вот этого специального вида рабства, который называется наемное или зарплатное рабство. В Советском Союзе у большинства людей квартиры даже не были в собственности, и эти квартиры могли выдаваться и изыматься в зависимости от вашей лояльности государству и конкретному предприятию. В Беларуси мы сейчас наблюдаем лишь такую реинкарнацию, заново починенную вот эту систему институционального наемного рабства, которая была создана до этого. Тем не менее, Александр Лукашенко, я уверен, прекрасно понимает бонусы вот такой системы для современного белорусского государства. Он всячески поддерживает эту систему. Здесь ведь есть не только вот такие совсем конкретные вещи, которые не дают людям сменить работу, как бесплатные общежития, как псевдобесплатное образование, которое заставляет потом отрабатывать вас. Здесь есть еще и словесные интервенции. Каждый раз, когда Александр Лукашенко говорит про излишнюю занятость на работе, на заводах, каждый раз, когда с высоких трибун нам вещают про бесполезный труд, это все тоже входит вот в эту систему. Люди на заводах выучивают, что их труд бесполезен, а значит, этот завод существует только по милости государства, по милости текущей власти. Недаром мы часто слышим такое опасение, что если власть сменится, то заводы закроют. Что это значит? Никто из, например, айтишников или работников сети магазинов не думает, что если власть сменится, то эту сеть магазинов закроют или эту IT-компанию закроют. Почему? Потому что они знают, что их труд не бесполезен. У многих заводчан труд также не бесполезен, но их власть старается всячески убедить в обратном. Вот эта пропаганда бесполезности человеческого капитала наших заводчан – это то, чем занимается государство в целом и Александр Лукашенко в частности. Атрымліваецца, што вось гэтыя настроі ў грамадстве пра тое, што да, я атрымліваю мала, да, мы тут ледзь канцы з канцамі зводзім, але калі нешта зменіцца, то я, можа, і гэтага мець не буду, ці калі я сыйду адсюль, то каму я патрэбны, гэта ўсё адмыслова культывуецца. Да, безусловно. Дело в том, что если вы работаете на заводе и производите какой-то продукт, то этот продукт, если он хороший, то он будет нужен при любой власти. Если вы производите продукт, который заведомо никому не нужен, то есть этот завод существует только по воле государства, тогда тем более стоит спросить государство, зачем вас заставляют производить ненужный товар, ненужный продукт.
вероятно, вы можете производить что-то более полезное, что-то нужное на рынке. Наш калий или наши автомобили, агрегаты покупают не потому, что у каких-то других стран хорошие отношения лично с Александром Лукашенко. Те наши товары, которые покупают потому, что они кому-то нужны. В этом и есть ценность и нужность труда. Если вы производите что-то бесполезное, то всегда можно начать производить что-то полезное. В современном мире практически отсутствует такое понятие, как бесполезный труд. Это, опять же, некое понятие из Советского Союза, когда то, что вам производить, решал не рынок, а какой-то человек в сером костюме. Ну, вось, вы яшчэ скажите, што гэтую сістэму, опісаную вами, ну, фактычна рабаўладальніцкую у адносінах да рабочых, упісваюцца і пенсіянеры. Ну, дзяржава ж не кінула іх на волю лёсу, плаціць пенсію, а некаторыя бабулі лічаць, што Лукашенко асабіста ім плаціць пенсію, так і гавораць. Нет, пенсионеры в эту систему никак не вписываются. Здесь, конечно, есть тоже часто манипуляция фактами. В частности, пенсию белорусским пенсионерам платит не Александр Лукашенко, а все работающие белорусы, которые отчисляют треть своей зарплаты в Фонд социальной защиты населения. У нас солидарная пенсия, и пенсионеры получают свои доходы из доходов работающих белорусов, вовсе не из кармана Александра Лукашенко. Но, повторюсь, эта часть – это обычная социальная программа, она тоже требует реформирования, но она никак не связана с тем, что я описывал как систему наемного рабства. Повторюсь, система наемного рабства – это такой специфический институт, который буквально делает все, чтобы вы не могли сменить работу, делает все, чтобы не происходило конкуренции на рынке труда, а значит и роста производительности труда. Таким чынам, гаворачы пра рабаўладальніцкі строй, мы маем на увазе выключна сістэму арганізацыі працы. Мы не спрабуем зараз цалкам как бы там развеять наше ўяўленне пра Беларусь як сацыяльна арыентаваную дзяржаву, ставячы пад сумненне такія ну, сферы, як бесплатная медицина и бесплатная адукацыя. Но с бесплатным образованием вот все время возникают какие-то новые вопросы. Во-первых, опять же, повторюсь, что корректнее говорить не бесплатное, а солидарное. В мире нет ничего бесплатного. Все, что мы можем получить в Беларуси, мы получаем за счет перераспределения доходов работников и предприятий. То есть это не бесплатное, а оплаченное нашими солидарными налогами. То есть наступный раз, калі нам скажут, вашему дзіцяці дали бесплатную адукацию, можно с полным правом казать, что я за яе заплатил с моих податков. Да, вы заплатили, и я заплатил свои налоги в 2020 году, и из этих налогов в том числе финансировалась и так называемая бесплатная медицина, и так называемое бесплатное образование. Но с образованием здесь все еще хуже. Если с медициной действительно у нас есть солидарная медицина, вы идете в больницу и получаете необходимые услуги, ну, в меру присутствующих ресурсов, то с образованием все становится еще страннее и страннее. У нас говорят, что у нас бесплатное образование, при этом мы знаем, что уже долгие годы практикуется система отработок. Отработки уже странная вещь. Между прочим, отработки запрещены некоторыми конвенциями международными, как раз-таки направленными против рабства и наемного рабства, но это уже другой вопрос. А сейчас все чаще и чаще оказывается, что образование не совсем бесплатное. Если вы отучились в Академии МВД и не пошли работать дальше, то оказывается, что вы должны компенсировать государству за это образование, которое, казалось бы, уже оплачено налогоплательщиками.
Сейчас новая идея о том, что врачи не будут иметь права переехать в другую страну, сменить работу, должны будут работать в течение 10 лет после выпуска. Опять же, есть вопрос, насколько тогда оно бесплатное. То есть здесь опять происходит некоторая подмена понятий, такое похоже на систему с наркотиками, когда молодому человеку сначала предлагают первую дозу наркотиков бесплатно, а потом оказывается, что нужно продавать из дома телевизор и холодильник, чтобы оплатить следующую дозу наркотиков. Ну і на завяршэнне гэтай тэмы мы працягнем потым, можа быць, пра эканамічнае пытанне, раз ужо атрымалася так, што з намі у нас у эфіры эканаміст. Але, Леў, ці вам не падаецца, што у прынцыпе-то пераважную большасць беларускіх рабочых, ну, такая сітуацыя задавальняе? Ну, раз няма там, знаеш, рэвалюцыйных настрояў, калі нема там супраціву гэтай ўсёй сістэме, ну, значится, нормально? В 2020 году, насколько я знаю, прошел масштабнейший соцопрос белорусов, которые назывались «Выборы президента Республики Беларусь 2020». И там мы не увидели с вами никакой серьезной поддержки вот этой существующей системы. То есть, если говорить о прошлых годах, то, да, вероятно, раз люди не шли на выборы и не выражали свое несогласие, то с большего их устраивала такая система. Но сейчас мы не можем об этом говорить. Говорить, что люди не готовы драться с дубинками на улицах ради смены этой системы, да, вероятно, люди под системой репрессий увидели, что стоимость таких выступлений для них очень велика. Но если говорить о простом человеческом согласии, то нет. Мы не видим такого простого человеческого согласия. Можно вспомнить итоги выборов, можно вспомнить вот все эти кадры с заводов, где люди спрашивали, кто голосовал за Светлану Тихановскую, и поднимали руки практически все, кроме директора завода. Ну что ж, я думаю, что, может быть, сапраўды дойдзе, ну, что не толькі просто руки падымаць трэба, бачучы, что до тебе ставится як да раба, а неяк інша по-інакшаму рэагаваць на гэтую сітуацыю. Але, Леў, давайте да эканамічных пытанняў. Слухайте, вот я не один раз сустракаю пытанні, абмеркаванні ў сацыяльных сетках, выказваюцца эканамісты, але пытанне гэта у людзей застаецца. Ну, можа, не вераць яны таму, што там пачыталі тым тлумачэннем, але тым не менш. Усё ж такі, як так атрымалася? Чаму курс долара у Беларусі, ну, трымаецца на адным узроўні, а часам нават становіцца таннейшым, калі усе чаканні былі, што зараз скакане. Вот патлумачце, у чым прычына? Есть несколько ответов на этот вопрос. Они зависят от временного периода, который мы рассматриваем. Если говорить про август-сентябрь 2020 года, то там курс сначала начал падать, потом Национальный банк Республики Беларусь поддержал курс рубля огромными вливаниями золотовалютных резервов. Было влито за месяц почти $1,5 миллиарда, при наших ЗВР 7-8 миллиардов долларов. Затем Нацбанк понял, что этого недостаточно, они не смогут все время вливать такие огромные деньги на рынок, и было принято решение заморозить всю ликвидность в рублях. Нацбанк перестал выдавать по ставке рефинансирования деньги коммерческим банкам. Мы видели, что рублей буквально не хватает. Банки перестали выдавать кредиты в рублях или стали выдавать их гораздо меньше. Пережили вот этот кризисный момент. То есть в тот момент рубль держался на том, что просто люди уже обменяли все свободные свои рублевые сбережения на доллары, а взять дополнительный кредит, чтобы его тоже как-то обменять, как наши люди любят делать, они уже не могли. Если говорить про второй, третий квартал 2021 года,
то здесь ситуация коренным образом изменилась. К нам пришло то, что называется белорусское экспортное чудо. Наш экспорт сильно вырос, достиг своих исторических максимумов. При этом импорт за ним не поспевал. У нас сложилось такое довольно уникальное положительное внешнеторговое сальдо. Таким образом стало поступать много дополнительной валюты в страну, ну а уходить, так как импорт не так сильно вырос, стало не сильно больше. Или не настолько сильно больше. Таким образом, в третьем-четвертом квартале, то есть вот до недавнего времени, скорее вопрос можно было бы задать, почему рубль не укрепляется, когда идет такая беспрецедентная валютная выручка в страну. Эту валютную выручку придерживали. Нацбанк скупал излишнюю валюту и увеличил золотовалютные резервы, видимо, готовится к какому-то следующему эпизоду «Черного дня». Поэтому мы, опять же, остались при стабильном курсе на уровне 2.40-2.60. Сейчас мы входим в новый этап, когда вот это экспортное чудо уже сворачивается. Тем не менее, год мы, я думаю, завершим на довольно мажорной ноте, опять же, относительно всех ожиданий, и уже будем смотреть на то, что будет происходить в 2022 году. В 2022 году главные вещи, главные тренды, которые будут влиять потенциально на наш курс рубля, это санкции, это потенциальная помощь или отсутствие помощи Российской Федерации, и это дальнейшие действия Нацбанка. Как я сказал, сейчас им за второй-третий квартал удалось поднакопить жирка. Это означает, что там еще на месяц-два экстренного заливания валюты им теперь дополнительно хватит. Хотя все еще рублевая ликвидность не разморожена, все еще ставка рефинансирования не действует, и банкам выдаются ликвидные деньги только на таких специальных ограниченных аукционах. Ну, ось вы кажаце, што гэта экспартны цуд ён зварочваецца. Тым не менш, вот мы ведаем, што калі казаць пра санкцыі, Галоўчынка нам пра гэта расказаў, што яны не працуюць, і міністр фінансаў таксама расказаў, што яны не працуюць. Тым не менш, у чаканні гэтых санкцый, што нейкія там прадстаўнікі эканамічнай улады фінансаў прагназуюць, яны і далей нам будуць расказваць пра тое, што у нас будзе там рост ВУП невіданы і ўвогуле как бы мы толькі расцём, а ўсё нормально. Вообще в правительстве наблюдается некое расстроение сознания. Если почитать то, что правительственные эксперты и чиновники говорят о работе санкций, то есть три главные позиции. Санкции не работают, поэтому нас никак не сломить. Санкции работают нам только в плюс, они дают нам заряд бодрости и энергии. Тогда непонятно, зачем мы вообще сопротивляемся этим санкциям. И третья позиция, что санкции – это очень плохо, и те, кто к ним призывают, их нужно судить отдельным списком. Калі судзіць, я выбачаюся, калі судзіць па тым, што напярэдадні прыняцця чарговага пакета санкцый устроілі вось такую сітуацыю на польскай мяжы, то можна сказаць, што яны наадварот дамагаюцца ўзмацнення санкцый. Чым больш санкцый, тым больш моцнымі становіцца беларуская эканоміка. То есть другі пункт паводле яго дзейнічаем. Да, возможно, что Александр Лукашенко прочитал аналитические записки провластного центра BC, которые как раз говорили о том, что санкции помогают взбодрить нашу экономику, и решил действительно взбодрить и Польшу, и санкционную активность, и нашу экономику через этот механизм. Если говорить о планах на будущее, то недавно были публикации о прогнозе социально-экономического развития Республики Беларусь на 2022 год.
И там мнение чиновников, которые готовили этот доклад, уже не такое радужное. Говорится о том, что санкции как раз должны начать вступать в силу в 2022 году. Мы ожидаем, что мы увидим какие-то первые результаты в начале 2022 года. Тут надо оговориться, что те люди, которые говорят, что санкции не работают, технически они правы. Санкции сейчас в Беларуси не работают, так как они и не должны были еще начаться. Секторальные санкции, которые были введены в июне, они уважают контракты, заключенные до этого, поэтому мы ожидаем, что санкции начнут работать именно в 2022 году. В 2022 году нас ожидают пока что, как минимум, как мы это видим, серьезные проблемы с госдолгом. Нам надо будет выплатить около $3 миллиардов. Технические возможности выплатить их, конечно же, есть, но уменьшать ЗВР в 2 раза – это дорога в никуда. Соответственно, вопрос о выплате госдолга будет полностью зависеть от того, сколько и насколько Россия нам рефинансирует этот кредит, так как больше просить нам не у кого. Даже по этому правительственному прогнозу ожидается, что рост будет где-то около нуля, от 0 до 1%. Различные международные прогнозы дают нам в 2022 году от минус 2% до 0, до 0,5%. Соответственно, действительно, этот год мы прожили на удивление хорошо, и это именно связано с этим экспортным чудом, но чудо на то и чудо, что оно не может случаться каждый раз, когда оно вам нужно, а, соответственно, в 2022 год мы входим уже без ожидания чуда. Лев, я не ведаю. Лагічнае пытанне, калі у нас у беларускага рэжыма дакладней і так сапсаваныя адносіны з усім светам, закрытыя там усе каналы, усе супрацоўніцтвы і ўсё астатняе, ці нелагічна сказаць: ну раз так, да нічога мы не будем вам вяртаць і нічога плаціць, все адно мы до вас болей браць нічога не прыйдзем, вы нам і не дадзіце, і поэтому ідзіце вы, нічога мы вам не вернем. Это про заходні накірунак. А про ўсходні накірунак, ну мы ж подписали 28 союзных программ, мы ж одна сім'я, ну як в одной семье один одному там муж жонке там нешта будзе вяртаць? Да все нормально, нічого мы не вам не дадим, и все. Про западное направление вы говорите в целом верно, но большая часть нашего госдолга – это долг перед восточным направлением, перед Россией, перед Евразийским банком, который фактически тоже является частью России, так как большая часть денег там российские, и это долг перед Китаем. Насчет того, можно ли им объяснить то, как вы это говорите, что нам надо по-семейному, по-братски, вероятнее всего, это и есть основной план нашего Министерства финансов, нашего правительства, поехать в Россию и говорить именно такими же словами. Поэтому, возможно, вас уже взяли на перо и включат в ту делегацию, так как вы уже продемонстрировали подготовленность по этой теме. Ну, не ведаю, як насчет уключить у делегацию, але калі вернусь у Беларусь, то могут взять на перо, это да, вы тут правильно сказали. Дякую вялікі. Ну что ж, вось такие и социальные прогнозы, и такое абмаляванне нашай беларускай рэчаіснасці як рабаўладальніцкая сістэма, прынамсі у дачыненні да працоўных людзей. Дзякуй вялікі. Лев Львоўскі, Зміцер Лукашук. Слухайце і глядзіце нас праз 25 хвілінаў а 15 па беларускім часе. З намі на сувязі палітолог, эксперт Інстытута будучыні Ігор Тышкевіч. Подключайтесь.